Жители 18-этажек Насыркорта бьют тревогу. В квартирах холодно. В минусовую температуру им приходится буквально выживать. Греясь у электрообогревателей, о теплой воде они и не мечтают. Проблема не новая, они знают, но решения пока нет. Измученные жильцы даже вывесили баннеры с просьбой о помощи. Кто ответственен и когда жильцам ждать перемен? В ситуации разбирался зампред правительства Тимур Фаттахов. Муслим Ганиев расскажет. И так каждую зиму. Ибрагим Уталиев с семьей в квартиру молодежного дома переехал 4 года назад. С холодом в квартире справляются как могут. Кое-как ситуацию спасают электрообогреватели. Их в квартире несколько. Но даже так тепло еле доходит до 18 градусов. Отсутствие теплой воды, чтобы принять душ или помыть посуду в зимнее время, для жильцов стало делом привычным. У кого есть средства, компенсируют это при помощи электронагревателей. А вот стены квартир относительно нового дома, построенного несколько лет назад, гниют на глазах. Сырость и запах от нее ощущается уже с порога. И это далеко не все проблемы. Люди уже не знают, как и кому еще бить тревогу. Жильцы даже вывесили на фасаде дома баннер с просьбой помочь. Ялгазы чудо доме вах отопление ханятуч аях так лифт ждоч дикбол ждоч плюс у крыши боз мухакаша листок ждоч подвал житка ярик труба жлелхш оз дамолуте хам суатсон Аллах школега зу дешево хамаш. هذا ترباج يتور ويسا استيح ترباج كان يرجع وتشهد نو يمشتر كان مشتر كان ترباج هاي خلعت لقي بس لا تحقي تيبا تو يرقش تصن بس لا تحقت نو جوج يرقص كانو سن и буквально сюда ля яриг мақия хи лелгля ши ауит пожар стоякш. После таких слов возникает вопрос, почему жильцы дома не создадут ТСЖ или не наймут управляющую компанию. И тут всплывает другая проблема. Дома официально на балансе не числятся, то есть по бумагам не введены в эксплуатацию. Несмотря на это, люди заселились, и жить им это не мешает. А вот отсутствие тепла приносит серьезные неудобства. Суть проблемы в том, что когда строился перинатальный центр, для него была построена эта котельная. Когда начали строить 2 дома 80-этажных для молодых семей и детей-сирот, там по проекту была предусмотрена отдельная котельная блочно-модульная. Но из-за отсутствия финансирования решили эти 2 дома подключить котельные, предназначенные для перинатального центра. Котельную для этих домов в итоге так и не построили. И теплая вода к ним поступает только после того, как отопление прогреет перинатальный центр. А этого недостаточно. Я неоднократно направлял письма в федеральный центр, в Минстрой России с просьбой предусмотреть в бюджете федеральные средства на установку блочно-модульной котельной для 80-этажных домов. Но пока результата никакого. Дело в том, что по факту, по мощностям объекта, который снабжает теплом, и 2 дома, и вот перинатальный центр, по мощностям тепло хватает. Вопрос не в самих мощностях подачи тепла. С этим не совсем согласны представители компании, которая занимается вопросом подачи тепла в высотки и перинатальный центр. С их слов, котельная не поставляет тепло в необходимых параметрах, из-за чего происходят потери. 85 градусов давать вы должны. Вы дайте сначала, потом разберем. Там должны быть более запасами, должны быть эти параметры поступающие. Вот, исходя из этого, нам приходится здесь потихонечку делать кое-какую реконструкцию. Вот какая температура от котельных вам нужна и какая по факту вы получаете? Давление? Если будет поступать 85 градусов в сами здания, вот, и хотя бы 6,5 атмосфер будет поступать в перинатальный центр, этого будет достаточно.
Сейчас в здании перинатального центра поступает тепло только в 73 градусах. Этого в минусовую погоду недостаточно, чтобы прогреть центр и 2 многоквартирных дома. А по словам работников котельни, больше подать они не в силах. Оборудование и сети не позволяют. Вопрос подачи тепла в многоквартирные дома и перинатальный центр на личном контроле у руководства республики и правительства. Подключился к этому вопросу и Центр управления регионом. В принципе, сразу по получению информации о том, что в домах холодно, тут же туда выехали специалисты для предварительного обследования. Мы понимали, что времени мало, потому что у нас сейчас холода, все это видят, все это знают. И, в принципе, временное решение было найдено сразу же, потому что основная проблематика заключается в том, что котельная не выдает необходимую температуру теплоносителя. И мало того, что она не выдает, этого тепла не хватало даже для перинатального центра. Мы понимаем, насколько важна температура для беременных, для рожениц, для младенцев. Поэтому перинатальным было принято это решение, в результате чего тепло до 18-этажных домов вообще не доходило. Соответственно, мы отработали с перинатальным центром схему, по которой они максимально редко будут пользоваться назовем это так, обратной схемой. Тем самым тепло до 18-этажных домов, конечно, не в необходимом количестве, но в определенном минимуме начало доходить в этот же день. Ситуация так сложилась, мы все знаем почему, потому что в свое время при строительстве этих 18-этажных домов в проектно-сметной документации была предусмотрена отдельная модульная котельная, она не была построена. Это абсолютно незаконное действие, в результате чего по неграмотной достаточно технической схеме дома были подключены к котельной, которая изначально предназначалась только для перинатального центра. И, соответственно, конечно, возникают эти проблемы постоянно. Мы об этой проблеме, конечно, знали. Еще в 2019 году при подготовке к предыдущему осенне-зимнему периоду мы установили в подвалах 18-этажных домов теплообменники с насосными группами. В преддверии этого отопительного сезона осенью 2020 года промыли систему отопления этих домов. Но, к сожалению, нам не удалось избежать вот этих аварийных ситуаций на самой котельной, потому что ее техническое состояние оставляет желать лучшего. Последний ремонт закончился только вот на этой неделе. Очередной, будем говорить так, и их немало. Котлы в очень плохом техническом состоянии. Поэтому мы отработали вот эту временную схему, по которой сейчас идем, для того, чтобы увеличить коэффициент полезного действия отопления. Сейчас заканчивается промывка теплообменников на перинатальном центре. Соответственно, мы Насосы не использовали, да? В первую очередь для того, чтобы более рационально использовать то тепло, которое котельная выдает. Потому что мы понимаем, она же дает не только отопление на перинатальном центре, она дает и горячую воду. Вот. То есть это те шаги, которые возможно сделать сейчас, не отключая отопление, несмотря на вот те холода, которые у нас сейчас стоят. Сегодня там на всех этих объектах, я имею в виду перинатальный центр, котельная и 18-этажные дома, отработала совместная рабочая группа Минстрой, Минздрав, муниципалитет города Назрани и часть привлеченных экспертов для того, чтобы принять какие-то правильные решения, которые нам в дальнейшем позволят не допустить этой ситуации. Строительство отдельной котельной для этих двух домов, как и планировалось в начале строительства, самое надежное решение этой проблемы. Правда, на это нужны средства, и средства немалые. По примерным подсчетам, это около 20 миллионов рублей. Пока их нет, но стоят ли эти деньги здоровья жильцов? В первую очередь необходимо провести ремонт котлов или их замену. Это уж муниципалитет там должен по окончании отопительного сезона принять это решение. Необходимо будет сделать определенные ремонтные работы по системе отопления перинатального центра. Там необходимо установить теплообменники на систему отопления, которые на сегодняшний день просто отсутствуют. И, конечно, необходимо наладить эксплуатацию 18-этажных домов. Для этого необходимо, чтобы там появилась управляющая компания, провести какие-то ремонтные работы и в дальнейшем уже более грамотно и планово эксплуатировать те системы, которые есть в этих домах. Это касается не только системы отопления, это и электроснабжение, безусловно, это и лифтовое хозяйство. Ну, в общем, комплекс мер, который обеспечит нормальное, комфортное проживание людей.
Эти меры требуют времени и средств. Реализовать их в правительстве планируют уже после завершения отопительного сезона. Ну а в течение нескольких дней обещают, что долгожданное тепло в дома все-таки придет. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.